Первый эпизод учений предусматривал отработку действий спасателей при ликвидации дорожно-транспортного происшествия и деблокировании пострадавшего, зажатого в автомобиле. Деблокирование осуществлялось при помощи гидравлического оборудования. Пострадавший был изъят из поврежденного авто и отправлен в медицинское учреждение на автомобиле. Затем действия на учениях переместились к резервуару с легковоспламеняющейся жидкостью, охваченному огнем. Тушение пламени производилось с помощью воздушно-механической пены, которая подается по двум стволам на выдвижную лестницу. Следующий эпизод учений проходил в морской акватории города Очимчира, где, согласно легенде, перевернулась лодка с рыбаками. Спасатели вытащили пострадавших из воды на палубу катера, доставили их на берег и отправили в больницу. Тем временем поступил сигнал о крупном пожаре в 16-этажном здании. Легенда учений гласит, что огнем охвачены 3 комнаты на 5-м этаже высотки. Пламя заблокировало людей, и их необходимо срочно эвакуировать. Прибывшие пожарные проложили магистральную линию для подачи воды. Пламя было локализовано и ликвидировано в максимально сжатые сроки. Основная часть пострадавших эвакуирована. При осмотре здания на 7-м этаже спасатели обнаружили пострадавшего, которого необходимо транспортировать на жестких носилках. Принимается решение натянуть веревочные троллеи и по ним спустить пострадавшего. Сотрудники медицинской службы принимают внизу носилки с пострадавшим и отправляют его в лечебное учреждение. На итоговом построении министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициня в целом высоко оценил уровень слаженной работы подразделений и выразил благодарность личному составу, задействованному на учениях. По словам главы спасательного ведомства страны, высокая интенсивность учений подобного рода на протяжении всего курортного сезона будет сохраняться.